День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике, ну и, конечно, за ее пределами. И сегодня, подводя итоги первой рабочей недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем в ближайший час. Новый антирекорд заразившихся коронавирусом и первые заболевшие омикроном в Якутии. Ждать ли новых локдаунов и как республика готовится к новой волне пандемии? Человек становится опасным, заразным, человек, который встретился с этим вирусом, уже в первые сутки, до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо. Так все-таки друг или враг человека? Собачий вопрос стоит как никогда остро. Смогут ли депутаты договориться с федеральным центром и внести поправки в соответствующие законы? Мое мнение такое. Отловили собаку, через месяц не пришел хозяин, ее не нашелся, не забрал. Соответственно, признавать этих собак как вещь муниципальной собственностью и писать заявление в ветслужбе по эвтаназии. То есть по гуманному усыплению, другого выхода нет. Резкий рост цен на стройматериалы ударил по индивидуальному жилищному строительству в стране. Якутия не стала исключением. Ждать ли нормализации ситуации с ценами на пиломатериалы и металл? Арматура от уровня прошлого года выросла на 40%, уголок стальной и металлопрокат примерно на 40%, сталь листовая оцинкованная 89%, примерно так. По Ильфу и Петрову новые слова «крематорий» и «колумбарий» прочно вошли в лексикон столичных жителей. Запаса колумбария, я думаю, хватает на 10 лет, расчет на 10 лет был. И в ближайшем будущем мы планируем заключение еще одного соглашения на строительство нового колумбария на территории городского округа. Ждали, но не думали, что так скоро. Первый завозной случай заражения штаммом коронавируса омикрон выявили в республике. Об этом в четверг в ходе экстренного брифинга по эпидситуации сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Это жители республики, вернувшиеся с отдыха с одной из зарубежных стран. Отмечают, что гражданка не была вакцинирована, имея постоянный медицинский отвод. Непосредственно был выявлен сам случай инфекции и, соответственно, предприняты все меры, которые определены с 16 декабря по плану главы Республики Саха-Якутия по предотвращению распространения нового штамма омикрон. На сегодняшний день установлен круг контактных лиц. Контактными лицами выданы и продолжают выдаваться предписания Роспотребнадзора о самоизоляции. Медицинские работники поликлиники начали осмотр и забор анализов у контактных лиц. Подготовлена отдельно изолированная палата в инфекционных стационарах и развернут соответствующий обсерватор. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин поручил проверить готовность медучреждений к омикрону. В кратчайшие сроки должны быть представлены дополнительные предложения для предотвращения распространения нового штамма коронавируса на территории России. Минздрав должен оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек. Регионам рекомендовано увеличить объемы тестирования населения. Минздрав и Минфин до 21 января должны представить в правительство проект решения о выделении 187 миллионов рублей на исследование вакцин против COVID-19. Средства необходимы для завершения в этом году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики инфекции. В целом же по стране выявлено более 700 случаев заражения омикроном, в основном заболевшие в столичном регионе. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что стране не избежать роста заболеваемости из-за нового штамма. А президент Владимир Путин заявил, что на подготовку есть буквально пара недель. 0,9% из этой численности находится... России не избежать подъема заболеваемости коронавирусом из-за распространения штамма омикрон. Об этом говорили на заседании правительства, которое провел президент. Владимир Путин отметил, на подготовку к новой волне пандемии есть пара недель. И прежде всего необходимо проводить больше тестов и больше вакцинировать. Судя по всему, действительно, спутник Ви достаточно эффективно работает. Может быть, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире. Во всяком случае, нейтрализация вируса очевидна, и, конечно, нужно наращивать вакцинирование, не забывать про это.
Я просил бы в этой связи председателя правительства проработать этот вопрос и с регионами Российской Федерации. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России уже зарегистрировали почти 700 случаев заражения штаммом омикрон, который заразнее в 3, а то и в 7 раз по сравнению с другими вариантами вируса. Большинство заразившихся в столичном регионе, и, судя по всему, он первым примет на себя удар. И мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма. До конца недели правительство разработает новые предложения по борьбе с коронавирусом. Также Голикова добавила, официальная статистика, которая показывает снижение заболеваемости в последнее время, может не отражать реальную картину. Дело в том, что до и после праздников в большинстве регионов снизился уровень тестирования. И на этом фоне очень тревожными выглядят цифры оперативного штаба на субботу, 15 января. 310 заболевших. Рост в 3 раза за 3 дня. С учетом эпидситуации по новой коронавирусной инфекции, срок действия режима повышенной готовности и действующих ограничительных мер, направленных на противодействие и борьбу с дальнейшим распространением COVID-19, продлен до 1 марта текущего года. Соответствующий указ накануне подписал глава Якутии Айсен Николаев. С учетом ухудшения эпидемиологической ситуации с 15 января возобновляется требование о предъявлении совершеннолетними гражданами QR-кода для допуска в торгово-развлекательные центры, расположенные на территории Якутска. Режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, устанавливается с 6 утра до полуночи. Ну а как отметил глава региона во время прямого эфира в социальных сетях, рост болезни COVID-19 идет от того, что заболеваемость в Якутске резко выросла. К сожалению, мы имеем официальный случай нового штамма омикрон в Якутске. Заразность омикрона от 3 до 5 раз выше, чем обычного коронавируса. Вакцинация – лучший способ борьбы с коронавирусом, в том числе с новым штаммом омикрон, подчеркнул глава и отметил, что количество заболевших детей по республике составляет 17% от общего количества заболевших. Между тем, большая партия экспресс-тестов на COVID-19 уже закуплена. В первую очередь они будут направлены в труднодоступные районы. Что касается локдауна, то он будет только тогда, когда заболеваемость выйдет из-под контроля и будет превышена нагрузка на больницы. Никаких оснований для локдауна сейчас нет, заявил глава. Ну а Минспорт Якутии ввел дополнительные ограничения при проведении официальных спортивных мероприятий. Соответствующий приказ подписал министр по физической культуре и спорту региона Иннокентий Григорьев. В нем говорится, что зрителей не будут допускать при проведении официальных спортивных мероприятий. Также подведомственным учреждениям Минспорта поручили исключить проведение официальных церемоний открытия и закрытия мероприятий, личное участие спортсменов, тренеров, судей в пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ и иных активностях с массовым пребыванием людей. Между тем, в Якутском аэропорту открылся пункт экспресс-диагностики COVID-19. Пройти бесплатное тестирование могут все желающие пассажиры центральных рейсов, прибывающие в Якутск из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Владивостока и Сочи. Для этого необходимо лишь произвести забор анализа слизистых носа и рта. Результат будет доступен через 15 минут после процедуры. Отметим, ежедневно Якутский аэропорт принимает более 1000 пассажиров, и порядка 65% из них совершают перелеты в центральные регионы России. Этот метод очень высокочувствительный. Вчера по прилету у нас были обследованы 56 прилетевших. Из них у нас по тест-диагностике выявился один положительный. Он был у нас отправлен на подтверждение, ПЦР-диагностика. И ПЦР-диагностика тоже подтвердила данный диагноз. У пациента были какие-то симптомы? Хочу отметить, что у пациента не было никаких симптомов, и это очень характерно для клиники новой коронавирусной инфекции. Очень большой процент протекает бессимптомно, и поэтому это очень важно на ранних стадиях выявить и предупредить заболевание. К
Кстати говоря, добровольная вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет препаратом «Спутник-М» может начаться на следующей неделе. Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник-М» для профилактики инфекции у подростков 24 ноября. Она состоит из 2 компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информационного добровольного согласия. Между тем, риск повторного заражения ковидом возрастает до 5 раз при штамме омикрон. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В ходе брифинга вице-премьер Татьяна Голикова также назвала число случаев заражения омикрон штаммом в стране, которое составляет уже 783 человека. Более половины, а именно 53% из них зарегистрированы в Москве. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что у нового варианта вируса изменился инкубационный период, что является причиной его гораздо более быстрого распространения. Этот вариант вируса очень быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей, на слизистой носа, на слизистой горла гораздо быстрее, чем все его предшественники. Что из этого следует? Из этого следует, что он гораздо быстрее и передается. И человек становится опасным, заразным, человек, который встретился с этим вирусом, уже в первые сутки до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо. Но если обобщить, о возникновении штамма омикрон, а также о его симптомах и чем же опасна новая мутация коронавируса, расскажет Марферина Алексеева. Данные об этом варианте коронавируса появились в ноябре прошлого года. Эксперты установили, что для него характерно большее число мутаций. О появлении варианта есть несколько гипотез. Одна из них, что вирус находился в пациенте с долгосрочным ковидом, с подавленной иммунной системой. И из-за долгого течения болезни накопил большее число мутаций. Предполагается, что новые варианты появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения и низкий уровень иммунитета. Как раз так и получилось с этим штаммом. Первый случай заражения омикрона был выявлен в африканских странах, а именно там очень много поражений иммунодефицита. Особенность омикрона – повышенная заразность. Омикрон опаснее других штаммов. Из-за более высокой заразности он передается в 4 раза быстрее предшественника штамма Дельта. Предварительные расчеты врачей говорят о том, что, вероятно, сократился и инкубационный период вируса. И еще чаще всего он составляет от 3 до 6 дней. Появление симптомов может быть уже на следующий день и через день после контакта. Симптомы омикрона в целом похожи на те, что наблюдаются у других вариантов коронавируса и сезонных ОРВИ. Это повышение температуры до 38 градусов и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание и кашель. У некоторых пациентов отмечается низкое значение температуры тела, а у детей высыпание. Его главное отличие заключается в том, что больных чаще мучают головные боли и слабость, реже пропадает обоняние и вкус. Сообщается, что течение болезни более легкое, нежели у других штаммов. Группы риска остались прежними. Это люди старшего возраста и люди с сопутствующими заболеваниями. Среди пациентов с подверженным заражением есть и дети. В том числе раннего возраста наиболее выраженные симптомы у детей до 3 лет. Меры профилактики также остаются прежними. Это вакцинация, ревакцинация, мытье рук, соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков и регулярное проветривание. Однако отмечается, что эффективность масок снижается, так как при омикроне выделяется больше вирусных частиц, и для заражения достаточно просто сухих частиц, а не выделяемые при кашле и чихании. В местах с большим скоплением людей специалисты рекомендуют носить маски-респираторы класса номера 95. Они не пропускают мелкие частицы. Тем временем первый случай смерти человека с омикроном зафиксирован в Японии. Очень надеюсь, что на этом фоне даже самые отчаянные антипрививочники все-таки поймут всю важность и необходимость вакцинации. Тем более любая бесплатная вакцина сейчас как никогда доступна. Мы продолжим подводить итоги недели сразу после небольшой рекламы. Не переключайтесь.
Мы продолжаем программу. В Амге объявлен месячник по регулированию численности безнадзорных животных. На днях в администрации Амгинского наслега состоялось экстренное совещание, где обсудили вопросы отлова безнадзорных собак. Так, в районе набирается дополнительная бригада из числа добровольцев. За каждую пойманную и доставленную безнадзорную собаку в приют для животных выплачивается вознаграждение в размере 500 рублей. Помимо этого, администрация наслега запускает благотворительную акцию «Будка добра», где неравнодушные граждане смогут принести будки в приют для собак. В праздничные выходные было отловлено 4 головы собак. У нас работает одна бригада. Она не успевает, поэтому принято решение усилить бригаду в течение месячника. Финансирование для усиления бригады выделила глава МО, а также будут организованы флешмобы для расширения приюта. У нас мощность в приюте около 60 голов, поэтому мы должны достигнуть до отметки до 150 голов. Действительно, это проблема, которую обсуждают абсолютно все бездомные собаки, которые продолжают терроризировать людей на улице. Напомню, с конца прошлого года в Якутске введен режим повышенной готовности. Мобилизованы все службы города. Животных отлавливают и увозят в пункты передержки. В столице региона прошли слушания, где обсудили наболевшую проблему. Но решать ее нужно на федеральном уровне, так как правила обращения с дворнягами диктует закон. О том, какие действия необходимо принимать и достигнут ли власти консолидированного решения с федеральным центром. Далее в сюжете Мадины Халиковой. Якутск все еще сотрясается от истории, произошедшей в конце 2021-го, когда на женщину напала свора собак в автодорожном округе. К сожалению, случай оказался смертельным. Один из тысячи, но все же прецедент. На депутатских слушаниях городадминистрации мэр Евгений Григорьев заявляет, республиканскому центру катастрофически не хватает денег на отлов и содержание дворняг. Более того, служба ветеринарии не может посчитать точное количество бездомных псов на улице, что тоже мешает подсчету бюджета. В 2022 году на отлов в Якутске выделен 31 миллиард, а надо больше 100. Поймите, нам надо полететь на Луну, мы собираемся сделать это на велосипеде. Потому что не отвечается концептуально на вопрос, а сколько денег надо, какое количество собак бегает на улице. Подход должен быть четко по головам. Вот есть научная работа или подход, посчитано, что в городе 14 тысяч собак или 8 тысяч собак. Из них надо, чтобы ОСВО работало, 80% стерилизовать. Значит, соответственно, 5 или 6 тысяч собак надо отловить и стерилизовать. А это большие деньги. Умерщвлять животных после отлова запрещено федеральным законом, который, в свою очередь, назван самым гуманным. Потенциально опасных собак обязаны пожизненно содержать в приютах. А тех дворняг, что с виду не представляют агрессию, после вакцинации и стерилизации отпускают на прежнее место обитания, то есть на улицу. И здесь еще один важный вопрос, скорее даже риторический. Насколько гуманно брать животное с улицы, месяц содержать в тепле и кормить, а после снова отпускать на вольные хлеба? В суровых условиях Якутии даже самые спокойные псы, чтобы выжить, сбиваются в стаи. А это уже угроза, ведь в поисках пропитания нельзя предугадать, на что способна свора дворняг. Как можно определить агрессивность собаки? Вот мы, например, сейчас с вами пишем статью в закон, да? Продолжим вот эту десятку. Как мы должны ее, кто должен определить? Вы сейчас куда-то в постановление уходите, еще куда-то. Где в законе прописать признание собаки агрессивной по критериям каким-то или где? Во время слушаний разразились жаркие споры и обсуждения изменений в закон Бурматова. Депутаты Госсобрания Илтумен направят в Госдуму документ с поправками, в которых отражены важные для нашей территории пункты. Основными целями и задачами законопроекта является, это, во-первых, ввести понятие «гуманное умерщвление». Далее полномочия субъектам по регулированию численности, обязательная регистрация домашних животных и, в-четвертых, это исключение из статьи 3, пункта 2, слов «возврат на прежние места их обитания». Ведь не только Якутск страдает от нападения животных. Ежемесячно в республике фиксируют 1000 укусов собак. Так в Амге объявили месячник по регулированию численности безнадзорных животных. Набирают и бригаду добровольцев. За каждую пойманную и доставленную собаку в приют для животных выплатят по 500 рублей. Будут в течение месячника усилены бригады по отлову бродячих собак. В праздничные выходные было отловлено 4 головы собак. У нас работает одна бригада. Она не успевает, поэтому принято решение усилить бригаду в течение месячника.
Финансирование для усиления бригады выделила глава МО. Обострилась ситуация и в Нерюнгри. Там жители обращаются в администрацию, надзорные органы и публикуют видео в социальных сетях с жалобами на нападение собак. И, как оказалось, половина отловленных животных – это домашние питомцы, которые отпущены на самовыгул. Мое мнение такое. Отловили собаку, через месяц не пришел хозяин, ее не нашелся, не забрал. Соответственно, признавать этих собак как вещь муниципальной собственностью и писать заявление в ветслужбе по эвтаназии. То есть по гуманному усыплению, другого выхода нет. Депутаты Нижней палаты парламента от Якутии на своем уровне займутся решением этого наболевшего вопроса. Кроме нашей республики страдают и другие регионы, которые также направляют документы с изменением и дополнением пунктов закона. Сегодня у нас в Государственной Думе есть две законодательные инициативы по 498 закону. Одна касается именно непосредственно основного закона, его внесли сенаторы. И вторая касается внесения изменений в КАП с точки зрения введения административных штрафов. Нужно не забывать, что ответственность за братьев наших меньших лежит и на хозяевах домашних питомцев. Чтобы не плодить на улице безнадзорных животных, нужно следить за своими собаками, не пускать нас. Только при соблюдении этих пунктов возможно избавиться от большого количества бродячих животных на улице, считают участники слушаний. Каков будет результат и прислушаются ли к якутским специалистам федеральные коллеги, станет известно уже в ближайшем будущем. Мадина Халикова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Ну что, старик, в крематорий пора? Пора, батюшка, ответил швейцар, радостно улыбаясь, в наш советский колумбарий. Эти строки из романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова вызывают, безусловно, только улыбку. Но с каким настроением встретили столичные жители новости о том, что в третьем квартале текущего года в Якутске будет построен крематорий. Он будет размещен на территории Маганского тракта близ городского кладбища и станет третьим крематорием на Дальнем Востоке. Продолжит тему Саргалана Неустроева. Вопрос строительства крематория назревал давно. Всего на территории Якутска расположено 5 кладбищ. Захоронения на 3 из них уже остановлены из-за переполненности. Еще 2 также вот-вот исчерпают ресурс. В связи с увеличением, к сожалению, погибших во время ковида, сейчас оценивают Маганское, например, кладбище. Его мощности хватит до 2025-2026 года. В свою очередь мнение горожан разделилось. Большинство восприняли новость положительно. Причин множество: от беспокойства о размере кладбищенских территорий до нежелания подвергаться традиционному захоронению. Нашлись и те, кто высказался против строительства из-за национальных особенностей и вероисповедания. Необходимая мера, потому что действительно, у кого как, конечно, в каждой культуре свои традиции и обычаи, но со временем, возможно, это будет проблема вообще-то очень актуальная. Только за. Отношение положительно, отрицательно? Отрицательно. Почему бы и нет? Потому что некоторым людям, у нас же очень много разных национальностей живет. Кому-то это удобно, кому-то нет. Поэтому мое отношение 50 на 50. О, это очень опасно, я боюсь. Однако из опыта других городов становится ясно, весь негатив по отношению к крематориям лишь временный, а подобное решение проблемы заполненности кладбищ действительно работает. Когда крематорий только строился, естественно, некие предприниматели или политики очень скептически относились и думали, что крематорий как раз навредит развитию кладбища, но нет, это, конечно, не произошло. Урну с прахом можно захоронить на кладбище, можно установить памятник, официально ее зарегистрировать. И, в общем-то, как раз-таки урна с прахом решает много проблем с местом. При этом стоимость самых дешевых похорон со всеми обрядами на сегодняшний день стартует от 50 тысяч. Сейчас у нас земля где-то 1017 стоит, и гробы от 10 тысяч. В среднем. Там поминки туда-сюда, где-то около 100 тысяч. Сэкономить можно на всем. Человеку все равно, в каком гробу он будет лежать, за 10 тысяч или за 35. А если полностью посчитать, то порядка 50 тысяч, наверное. Это минимально. От 35 до 45 это наши принадлежности, и плюс МУП,
Земля, да. Земля там где-то, 16, наверное. Кремация же, напротив, обойдется в разы дешевле. Уже сегодня мэрии удалось договориться о начальной стоимости услуги, которая не должна будет превышать 27 тысяч рублей. Прах можно будет разместить там же, в колумбарии. Запаса колумбария, я думаю, хватает на 10 лет. Расчет на 10 лет был. И в ближайшем будущем мы планируем заключение еще одного соглашения на строительство нового колумбария на территории городского округа. Уже в этом месяце забьют первые сваи будущего крематория, а в феврале стартуют строительно-монтажные работы. Располагаться крематорий будет по Маганскому тракту у городского кладбища. При этом в состав комплекса входит и очистная установка, которая позволит кремировать без выбросов в атмосферу. Сарглана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Собственники аварийных домов в 4 арктических районах республики получат квартиру в новостройке в столице региона в этом году. Новое жилье планируют приобрести для 73 жителей Верхоянского, Устьянского, Улусов, а также Жиганского и Наленёкского национальных районов. Напомню, что граждане, проживающие в отдаленных населенных пунктах, могут получить квартиру по программе переселения из аварийного жилья не только в своих селах и поселках, но и в другом районе. Так, в прошлом году по заявке Устьянского района в Якутск переехали 7 семей из села Казачье. Тем временем резкий рост цен на стройматериалы ударил по индивидуальному жилищному строительству в стране. Якутия не стала исключением. Больше всего подорожали пиломатериалы практически вдвое, а также металлоконструкции и другие сопутствующие товары. Такие показатели эксперты связывают с разными причинами, в том числе отпечаток наложила и мировая пандемия. Деревянное золото. Резкий рост цен на стройматериалы ударил по индивидуальному жилищному строительству в стране. Якутия не стала исключением. Больше всего подорожали пиломатериалы, практически вдвое, а также на металлоконструкцию и другие сопутствующие товары. Такие показатели эксперты связывают с разными причинами, в том числе отпечаток наложила и мировая пандемия. Притык совсем успели. После того, как они уже построились, мы след ввели, и там уже было видно, что цены очень подорожали. Но все равно, получается, успели ждать, часто еще дороже. Да, успели. Резкий скачок цен почувствовали как заказчики, так и застройщики. Если в начале прошлого года такой вот брусовый двухэтажный дом 7×8 можно было построить за 4 миллиона рублей, то за эту сумму сейчас можно построить только одноэтажное здание. Строительные материалы начали заметно дорожать уже весной 2020 года. Вначале в центральных городах России, чуть позже и в Якутии. Такой резкий скачок цен стал полной неожиданностью как для крупных застройщиков, так и для небольших строительных организаций. Мы не ожидали, но все равно у нас резерв был, как у каждого предпринимателя. Поэтому за счет своего резерва только вышли на 0 или на плюс. За пиломатериалами цены подскочили и на металлоконструкцию. Это на арматуру, металлопрокат, на сталь, оцинкованную, листовую. Подорожала вся техника, включая дверную фурнитуру. ЦХ «Якутия-Стат» проводит постоянный мониторинг цен на товары не только у юридических лиц, но и у индивидуальных предпринимателей. Итоги не самые оптимистичные. В декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 уровень цен на строительные материалы повысился в среднем на 13,5%. Повысились цены и у региональных производителей строительных материалов. Здесь рост также зависит от того, где закупались расходники. На таблице можно увидеть, насколько в среднем повысилась цена на стройматериалы. Такой мониторинг профильный центр по ценообразованию проводит несколько раз в месяц. И если раньше цена на стройматериалы была сезонной, то сейчас ползет только вверх. Например, арматура от уровня прошлого года выросла на 40%. Уголок стальной и металлопрокат примерно на 40%, сталь листовая оцинкованная 89%, примерно так. Стеклопакет, оконные блоки тоже выросли где-то на 52%. Специалисты отмечают, что на такой резкий скачок цен повлияла пандемия. Это в первую очередь связано с Китаем, центром мировой металлургии, где в пандемию была приостановлена работа всех предприятий. Но Китай не единственная причина. Рост курса доллара и евро. Это касается импортных материалов, которые сегодня поступают в Россию, и сырья, из которого делаются сегодня строительные материалы.
Также это подорожание грузоперевозок на сегодняшний день наблюдается по всей России. Также увеличение экспорта того же сегодня лесоматериалы, сегодня лесная промышленность ориентирована на экспортные поставки. Ситуацию может спасти развитие лесопереработки в регионе, считают эксперты. Сегодня основные эксплуатационные запасы древесины находятся в Южной Якутии, в Усть-Майском, Алданском, Алекминском и, конечно же, Ленском районах. Между тем, для переработки огромного количества лесных ресурсов необходимы вложения в инфраструктуру и деревообрабатывающие предприятия. Вы смотрите, что сейчас творится с рынком цен, с ценами на рынке лесопиломатериалов. Просто, я думаю, что в следующий год цена будет просто неадекватная. А мы, если хотим развивать наше, скажем, строительство, наши сельские поселения, соответственно, надо иметь свой дешевый строительный материал, значит, дешевую лесопродукцию. Поэтому в этом году, сейчас мы в ближайший первый квартал отработаем. Я думаю, что это будет настройка государственное казенное учреждение наше, или это будет типа в формате МУПа. Но предприятие наше по переработке лесом в этом году обязательно запустим. Сегодня лесозаготовкой в регионе занимается более 100 предприятий. Лесопереработка и того меньше. Отсутствие инфраструктуры, сети магистральных лесовозных дорог, высокие транспортные расходы, ограниченная покупательская способность внутреннего рынка. Все эти проблемы сегодня тормозят развитие этой отрасли. Ну, если бы, конечно, было очень экономически выгодно в республике у нас заготавливать древесину, то, конечно, у нас этих договоров аренды было бы намного больше. Но у нас всего 14 договоров аренды и вырубается порядка 2,5% от расчетной лесосеки, которая установлена по республике Саха-Якутия. Между тем, проверки на рынке стройматериалов начались по линии Федеральной антимонопольной службы по всей России, в том числе и по Якутии. Проверят в первую очередь крупные строительные организации, а также производителей основных строительных материалов. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры. Ну а сейчас мы вновь прервемся буквально на минуту, не переключайтесь. Мы продолжаем программу. За третьего ребенка на Дальнем Востоке дадут 1 000 000 рублей. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он заявил, что сначала программу внедрят на части территорий, а в случае успеха она будет распространена на весь Дальневосточный федеральный округ. Напомню, что в регионе уже действуют меры поддержки рождаемости. В частности, программа дальневосточной ипотеки с пониженной ставкой, региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, единовременная выплата при рождении первого ребенка. Предполагается, что население Дальнего Востока вырастет к 2025 году до 8,5 миллионов человек и до 10 миллионов к 2035. Между тем, Айсен Николаев подписал указ о проведении в Якутии Года Матери. План мероприятий будет утвержден до 15 февраля. Главам муниципальных районов и городских округов республики рекомендовано принять и осуществлять планы на территории муниципального района и городского округа. Также глава республики встретился в Москве с председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко. Айсен Николаев ознакомил с итогами прошлого года, рассказал об общественных инициативах, связанных с юбилеем республики, проектах «Столетний план развития» и целевом капитале «Дети столетия». В ходе встречи стороны обсудили вопросы социально-экономического развития Якутии, в том числе развитие системы здравоохранения, высшего образования, а также дальнейшие этапы строительства Ленского моста. Добавим, что в юбилейном для республики 2022 году в Совете Федерации пройдут Дни Якутии. Торжественные мероприятия в Верхней Палате Федерального парламента состоятся в марте этого года. 65 миллиардов рублей. Именно столько в этом году выделит правительство на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на форуме «Успешная семья. Успешная Россия», который был организован торгово-промышленной палатой. Мероприятие объединило больше 3000 семейных предприятий из 85 регионов. В столицу приехала и внушительная якутская делегация, которую отметил и сам глава правительства страны. Какая якутская семья покорила Михаила Мишустина, узнаем в материале нашего спецкора в Москве Максима Кардозу.
Живые козлы, варенье, техника. Чего только не привезли семейные предприниматели со всей страны на выставку форума «Успешная семья. Успешная Россия». Мероприятие проводится уже в 4-й раз и, кажется, только набирает обороты. Якутская делегация в этом году внушительная – 30 человек, и каждый из них является частью семейного бизнеса. Вот и в швейно-производственной компании «Кере» на подмогу спешит молодое поколение. Наши дети подключаются к нашему семейному бизнесу именно с детства. То есть мы им рассказываем, показываем, они это все знают. И также вот сейчас они уже выросли. Она уже у нас учится на экономиста, не на дизайнера. Мы хотели, конечно же, на дизайнера. Девочка наша выросла, да? Но нет, такого нет. Но с экономической стороны мы ее тоже можем привлечь. Настоящим украшением форума является ювелирный павильон семьи Заболоцких. Он буквально притягивает взгляды, и здесь есть на что посмотреть. Например, этот комплект называется «Тоюк о земле Олонхо», и он победитель самой главной в России ювелирной выставки «Джунвекс 2021». Не остался равнодушен к такой красоте и премьер-министр страны. Казалось, Михаила Мишустина во время обхода павильонов было не оторвать от блеска якутских витрин. Сестра, да? Сестра отца. Она здесь есть? Нет? Высоко. Передайте привет большой. Замечательно, очень красиво. Да, волнение было поначалу, потому что это вот такое ответственное мероприятие, мы долго к нему готовились, очень тщательно, основательно. Но когда Михаил Владимирович подошел к стенду, уже было как-то свободнее, спокойнее. Он как себе очень хорошо располагает. Мы рассказали о нашей фирме, как она становилась, как зарождалась, как развивалась. Его очень удивили наши украшения. Очень понравились, что они такие этнические, несут свои корни якутские наши из глубоких традиций. Читу Заболоцких даже пригласили пообщаться с главой правительства в узком кругу, где глава семейства смог поднять важный для всех предпринимателей вопрос. Малый и средний бизнес сдает очень целый ворох бумаг отчетности. Для этого требуется очень много сил, и мы хотели вас попросить рассмотреть вот это предложение, чтобы уменьшить, либо вообще полностью отменить отчетность. Разные есть виды бизнеса, и в зависимости от, соответственно, видов экономической деятельности, конечно, меняется по-разному требования к отчетности. В частности, сейчас для того, чтобы вообще не было отчетности, вводится экспериментальный режим, автоматизированная система, упрощенная система налогообложения для маленьких предприятий, в которых количество работников не превышает 5 человек. И тогда фактически не будет никакой отчетности. Самое главное, не будет налоговой декларации. Форум стал площадкой для обсуждения самых серьезных тем и проблем, с которыми сталкивается сегодня малый и средний бизнес, особенно в пандемию. На главной деловой площадке обсуждали как раз меры поддержки для предпринимателей. В числе основных спикеров глава Якутии Айсен Николаев. По мнению российских экспертов, опыт нашей республики можно смело применять на всю страну. Например, субсидии по цифровизации бизнеса и уменьшение административного давления. На начало 2020 года, на 1 января, в республике Саха-Якутия было 87 тысяч человек, которые работали в предприятиях малого и среднего бизнеса. В этом сейчас, на 1 января 2022 года, у нас уже 117 тысяч человек, которые работают в этой сфере. То есть за 2 года, несмотря на пандемию, несмотря на все проблемы, 30 тысяч человек пришли в малый бизнес. Это очень большое достижение. Конечно, для нас одна из главных сейчас задач – помочь людям бизнес этот дальше развивать, конечно, оправдать их доверие и дальнейшие меры и государственной поддержки, и муниципальной поддержки оказывать для того, чтобы бизнес пошел. Организаторы форума в этом году именно на примере 2 регионов – Якутии и Рязанской области – решили показать всей стране, что предпринимательством можно без страха заниматься, причем приобщать к этому всю семью. Максим Кардозо, Джур Березкин. День за днем, Москва.
Пополнение автобусного парка столицы республики ожидается в конце марта. Об этом во время общегородской планерки сообщил заместитель главы Якутска Антон Алексеенко. Раньше в декабре было подписано лизинговое соглашение о поставке 55 пассажирских автобусов для нужд Якутской пассажирской автотранспортной компании. Всего в этом году к столетию ЯССР на автобусный парк в Якутске будет обновлен на 100 единиц техники. Тем временем в Ленске на линию вышли городские автобусы. Напомним, что они были приобретены около месяца назад районной администрацией. Именно в ее полномочия с октября прошлого года входят теперь городские пассажирские перевозки. Совершенно новенькие автобусы марки ПАС «Вектор Next» месяц назад прибыли в Ленск. Предназначена новая техника для городских пассажирских перевозок. Напомним, что с 1 октября полномочия по перевозке пассажиров были переданы в район. С тех пор за общественный транспорт отвечает МКУ «Гранит», а средства на содержание автопарка и его обновление выделяются из районного бюджета. Так новый ПАС обошлись району более чем в 16 миллионов рублей. Новые автобусы вышли на линию 2 недели назад. Они возят пассажиров почти по всем городским маршрутам. Это по тройке. На двойку поставили. Но, как вы знаете, расписание изменили, что дополнительно поставили еще один автобус на 3-й маршрут. Потом запустили 6-й, обозвали маршрут еще дополнительно. Ну и еще сейчас в процессе прорабатываем вопрос. Люди, население просят там заозерный участок захватить. Сейчас тоже прорабатываем. На следующей неделе, наверное, мы запустим. По словам руководителя «Гранит», новая техника вынослива к северным температурам, экономична по топливу, более удобна для водителей и пассажиров. Автобусы низкопольные, приспособленные для перевозки маломобильных групп населения. Внутри установлены камеры видеонаблюдения и тахографы. Также терминалы для безналичного расчета за проезд. На автобусах уже давно, поэтому, так скажем, небо и земля. Удобно все, как бы. И с терминалами тоже как бы намного проще стало. Это так. Много, да, расплачиваются терминалами? Да. На дню бывает и по 20, по 30 человек. Но еще не все привыкли, поэтому только все начинается. И дальше больше надеемся. Пассажиры рады новым, а главное теплым и чистым автобусам. Говорят, очень удобные сиденья. Но главное для людей, чтобы автобусы приходили на остановки вовремя и не ломались в пути. Удобные автобусы, удобные. Пошире проход, маленькое сиденье между собой, то в этих школьных впритык сидишь, и неудобно даже не пройти, ничего. Сиденья хорошие, очень удобно. И вообще новые, чистые. Мы часто очень, мы только автобусом ездим. По расписанию мы ездим, они точно приезжают на остановке. Надо сказать, что старые автобусы пока с городских улиц не исчезнут, только часть. Полностью заменить транспорт пока не получится. Но это задача в приоритете у районных властей. Постепенно городской автопарк будет обновляться. К радости жителей Наслегов с начала этой недели вновь возобновлены межселенные перевозки. Напомним, что они были отменены в прошлом году из-за сложной эпидобстановки в районе. В день нашей съемки межселенный автобус отправлялся в поселок Дорожный, что находится в 96 километрах от районного центра. 10-местная «Газель» была заполнена полностью. Для многих жителей, не имеющих личного транспорта, автобус – это единственная возможность выбраться в город. Автобус перестал ходить у нас с лета. И это очень большой удар для нашей семьи, так как мы безлошадные, так сказать. И когда вот в прошлую пятницу мне сообщили, что будет автобус, это для меня вообще была такая шикарная новость. И я сегодня с радостью, с мамой с моей вот съездили, приехали в город. Записаться на поездку нужно предварительно, за несколько дней до отправки. Желающих очень много, так как автобус до села Дорожный ходит 1 раз в неделю, по средам. Населенные пункты, которые находятся ближе к городу, 2 раза в неделю. Мы с 10 января запустили уже первые рейсы, пошли Орсанахар-Чемча, Бичинча, по графику, согласно графику. На сегодняшний день этот мы график будем выполнять, будет на постоянной основе, я думаю. Но сейчас еще прорабатываем вопрос с Южной Ньюи, там пока по техническим. Там был перевозчик, его там сейчас нету частный. Сейчас вот пока прорабатываем этот вопрос по Южной Ньюи. И, соответственно, сразу и по Тамане.
Решение о возобновлении межселенных перевозок было принято на заседании оперштаба. Связано оно со снижением в районе заболеваемости коронавирусной инфекцией. Действуют маршруты уже более 2 лет по 6 направлениям: Чимча, Артанахар, транзит через Северную Нью, поселок Дорожный, Печенча и Мурия. И каждый из них пользуется спросом. Сегодня жители сел надеются, что межселенные перевозки опять возобновлены не на короткий период, а все-таки будут снова постоянными. Ведь выбраться в город, особенно в морозы, очень проблематично, но необходимо. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. Проектно-сметная документация мостового перехода через реку Лену в Якутии направлена на главгосэкспертизу. Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Сергей Владимиров. Он отметил, что 2021 год стал началом строительства важнейшего инфраструктурного проекта Ленского моста. Завершена часть подготовительных работ, в том числе строительство технологической площадки, переустройство сетей электроснабжения, связи и газоснабжения. Вопрос финансирования проекта из федерального бюджета прорабатывается. Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов. В якутском предприятии по торговле алмазами подразделении сбытового комплекса компании «Алроса» смонтировано и запущено в опытную эксплуатацию 3 новых аппарата ЭКБ – автоматы механизированной комплектации боксов. Это позволит компании повысить качество работы, ускорит ее процесс и сократит ручной труд. Все подробности в материале далее. Акционерная компания «Алроса» в прошлом году отработала с рекордным объемом продаж. Были реализованы не только алмазы, добытые в течение года, но и накопленные за много лет стоки, не востребованные ранее на рынке. Кроме того, компания проводит постоянное обновление автоматизированной техники в своих филиалах, чтобы ускорить и улучшить качество работы. Среди них и якутское предприятие по торговле алмазами. Наш коллектив – это надежный, сплоченный коллектив профессионалов своего дела. Сложился он в течение долгих лет, текучки у нас фактически нет. Но, тем не менее, новые кадры приходят. В последние годы идет обновление парка оборудования устаревшего и значительное поступление нового оборудования. Это касается автоматов сортировки по форме, цвету и качеству. Производство дочернего предприятия нашей компании – это предприятие «Буревестник» из Санкт-Петербурга. Передовые технологии, отличное качество, высокая производительность автоматов. Благодаря новому оборудованию процесс сортировки алмазов значительно ускорили. Сегодня предприятие обрабатывает в день в среднем 30 тысяч карат алмазного сырья. В основном сюда поступают алмазы, добытые в Нюрбинском улусе. Главный документ при сортировке природных алмазов – классификатор, в котором более 8 тысяч позиций, и одним из первых является разделение сырья по цвету. Светлая часть идет далее на сортировку по форме, а темная часть мы дальше отправляем на сортировку, на автомат по сортировке по качеству, где мы отделяем от темного сырья вот так называемый борт, который является чисто технологическим сырьем. Палитра алмазов невероятно богата. От бесцветного, прозрачного до желтого, коричневого, серого и даже черного. Крайне редко встречаются в природе розовые и голубые камни, самые дорогие по цене. Чтобы не ошибиться в порой невидимых непрофессиональному глазу оттенках, сырье даже после автоматов обязательно проверяют вручную. Качественный алмаз должен обладать самыми хорошими показателями, характеристиками. То есть он должен быть не дефектным, он должен быть хорошим по форме. Чем больше, естественно, лучше. И цвет у этого камня тоже должен быть первые цвета. Если особо крупные камни продаются поштучно, то большинство комплектуются для продажи в боксы, пакеты по несколько камней. Номенклатура драгоценного товара достаточно сложна. Покупателей у «Алроса» много, и процесс комплектации весьма непрост. Новые автоматы комплектации ускоряют эту работу. Новые автоматы поступили на предприятие в конце прошлого года и сейчас успешно проходят апробацию. Они не только ускорят весь технологический процесс, но и сократят ручной труд.
Путь алмаза от добычи руды и до продажи огранщикам долог. Ранее этот процесс длился в среднем около 3 месяцев. Новое оборудование, новые подходы к организации всей производственной цепочки в бытовом комплексе «Алроса» позволили значительно сократить время технологического цикла. Обновлять свою технику предприятие продолжит и дальше. Так, в планах в 2022 году заменить устаревшие машины по сортировке самых мелких алмазов, а также автоматы сортировки крупных алмазов по весу. Ульяна Шагина, Джилус Накентьев, Якутск. Туристы меняют локации. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Так, в феврале этого года стартует 2-я чартерная программа на Сахалин и 4-я чартерная программа из Москвы в Бурятию. Также в 2022 году планируется запуск чартеров на Камчатку и в Якутию. Как отметил Чекунков, у республики есть потенциал для развития туризма экстремальных холодов. Отметим, что туристическая отрасль развивается стремительно. С 2017 года в 5 раз выросло количество резидентов территории опережающего развития, реализующих турпроекты. Строятся более 200 объектов туриндустрии, базы отдыха и санаторно-курортные комплексы. Тем временем катание на хаске стало популярным развлечением для маленьких нерюнгринцев. Эти снежные псы – долгожданные гости многих массовых мероприятий, таких как Масленица и зимние забавы. Ирина Кичигина решила поближе познакомиться с этими удивительными животными. Она расскажет о них подробнее. Общение с этими доброжелательными животными является приятным сюрпризом как для детей, так и для взрослых. Собаки с удовольствием катают ребят на упряжках и способны подарить им не только хорошее настроение, но и позитивное отношение к окружающему миру. В Нерюнгри в 2018 году был организован клуб любителей ездового спорта «Белый ветер. Снежные псы», где собралась группа единомышленников для общения хозяев и занятий ездовым спортом. В основном в клубе представлены собаки породы хаски. Ну, хаски – это считается самая добрая порода. Она для дома, для семьи, для детей. Они очень обожают деток хаски, они с ними играются, они следят за ними, они как няньки, можно сказать, в семье. А их эстетический вид и голубо-небесные глаза, ну это просто в них нельзя смотреть, они завораживают. Они как дельфины, да, вот в море дельфины, а у нас на севере наши северные хаски. В парке на различных праздниках участники клуба проводят катание на нартах, запряженных собаками. Развивать этот навык необходимо совместно с хозяином. Выучить команды, приобрести необходимую амуницию помогают организаторы клуба. И только работая в слаженном тандеме хозяина с питомцем, возможен результат. Я всегда говорю всем хозяевам, которые завели такую активную собаку, что вы хотите, чтобы ваша собака бегала, покажите как это. Дайте ей эту энергию, и она быстро научится. Мы ставим их, мы учим, мы ставим с более опытными собаками, просто сначала щенков, потом потихонечку они прекрасно понимают, что нужно делать, они быстро схватывают это все, бегут. Кроме ездового спорта, хаски способны расположить к себе детей с ограниченными возможностями здоровья и неврологическими расстройствами. Они быстро находят контакт друг с другом, и после общения с собаками дети открываются, уходит страх и снижается тревожность. Поэтому именно эта порода собак вызывает особенные чувства у всех, кто когда-либо с ними познакомился. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Автослесарь из поселка Устнера Наймиконского района Василий Зяблицкий стал героем сюжетов федерального телеканала. Зяблицкий ведет блог о жизни на севере и набрал почти 2 миллиона подписчиков в ТикТоке. В Инстаграме у него почти 200 тысяч подписчиков. Продолжение истории героя в следующем сюжете. Социальная сеть TikTok с каждым днем объединяет все больше и больше людей. С его помощью кто-то ищет признания, кто-то самовыражения, а кто-то друзей и единомышленников. Для некоторых эта площадка помогает скоротать время, а кто-то узнает новое. На аккаунт Василия Зяблицкого подписано около 2 миллионов людей. Автослесарь рассказывает о жизни на севере в легкой и юмористичной манере. Желающие поехать на север, чтобы денег заработать. Трусы с собой шерстяные берите. Родом Василий из республики Алтай. В Якутию, а именно в Уснеру, приехал на заработки. Работает автослесарем-агрегатчиком. Помимо работы в составе аварийной службы, очень часто случается помогать застрявшим в снегах автомобилистам. Именно в лютые холода техника иногда не выдерживает и ломается. Об этом и был первый ролик Василия, который попал в топ. Первое видео, где мы
с ребятами попали в очередную ситуацию, то есть пытался их вытащить. Вместе с ними отогревали машины в условиях. Начал выкидывать, и народу начало нравиться, зрителям. Просто решил продолжить. Человек я юморной, с самой школы у меня было прозвище Евдокимов. Потому что любил юмор. Дальше больше и в кратчайшие сроки популярность Василия начала расти. Кроме огромного количества лайков и просмотров роликов о жизни на севере, подписчики отмечают, что больше всего их подкупает харизма и подача тиктокера. А сам блогер отмечает, что на севере без юмора нельзя. Всегда на позитиве, в полном оптимизме. Идем только вперед. Никаких слез, никаких этого. Одна наша большая гаражная дружная семья. История Василия – это пример каждому о том, как надо любить. Любить родной край, любить дело, которым ты занимаешься. В конце концов, любить жизнь, даже когда живешь на полюсе холода. Здесь нет героев на севере, здесь все простые работяги. Сварщик, токарь, электрик. Все простые ребята, свои волшебники. Как-то в Якутии работать очень хорошо. Ну, честное слово, как мороз, хоть и увольняйся. Привет, Колян. А чё, а вот, Коль, как относишься к роликам, которые я снимаю здесь? Ну как, на севере без юмора никуда, так что... Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и помните, что единственный способ наконец-то остановить пандемию коронавируса – это, безусловно, вакцинация. До встречи в эфире.